Здравствуйте, я Лариса Гузеева. В эфире «Давай поженимся». Программа о выборе спутника жизни. Сегодня у нас невеста и 3 жениха. Русский гармонист Владимир, татарский десант во главе с Алмазом и хороший семьянин Дмитрий. А невеста у нас Роза. Давайте знакомиться. Роза застряла. Что ты, Роза, смотришь по сторонам? Ты думаешь, зайдет твоя сейчас одноименница? Не зайдет, Роза. Про тебя сегодня программа, милая. Кто меня сдал? Сюрприз! Я тебе хочу сказать, не смотри так на меня. 3 года назад, когда программа начиналась без меня, по молодости и неопытности другая ведущая тебе подсунула гнилой товарец. Сегодня я хочу вот с Василисой это дело исправить. Ну, не гоже это, сапожник без сапог. Раз. Во-вторых, ты достойна, поэтому... Роза, послушай, ты столько невест доводила до слез, что вот то, что у тебя сейчас слеза навернулась, это даже хорошо. Пойдем, милая, я тебя отведу на место невесты. А что ж я одна-то в одиночестве без сватьев? А вот чтобы ты испытал на своей шкуре, каково там сидеть. Ладно, будут у тебя сейчас сваты. Сваты, проходите. Здравствуйте. И снова здравствуйте. Привет, Иди, мамочка. Да. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, садитесь. Ну, с ума сойти. О, как скоро это все получается. Уже мамочка. Что, Роза, пока ты в себя приходишь, давайте посмотрим и узнаем о тебе, что ты себя представляешь. Роза, 49 лет. Вышла замуж за героя программы «Давай поженимся», который был на 9 лет моложе нее. Пройдя через череду побоев, унижений и шантажа, подала на развод. Роза – инженер-программист и психолог. Работает главной свахой страны. Написала несколько книг о семейных отношениях. Ездит по стране с семинарами. Предупреждает, что она конфликтный человек. Розе нужен мужчина, который будет с уважением относиться к ней и ее детям. Выйдет замуж за того, кто согласен обеспечивать, защищать и следить за нравственностью в новой семье. Ну, у меня, естественно, вопрос к профессиональному астрологу. Василиса, в чем причина одиночества нашей Розы? В чем ее проблемы? Роза и Розин гороскоп – это один сплошной напряженный аспект. А это значит, что с точки зрения человека и характера ты человек, преодолевающий трудности во всем и умеющий их самостоятельно себе создавать. Ну, не знаю, такую женщину. Оставься ли тебе такая женщина? Нептун напряженно аспектирован в 7-м доме. Не умеешь оценивать мужчин верно, и когда дело касается эмоциональных привязанностей, пристрастно. Влюбляешься, наверное, сильнее, чем они того заслуживают, к сожалению. А если еще добавить, что серьезный квадрат, целый комплекс квадратов между Водолеем и Тельцом, в Розе конфликтует абстрактное, теоретическое и практическое. Это значит, что она хочет казаться нам практиком, материальной и меркантильной женщиной, в программах себя пытается именно так проявить, но такой на самом деле не является. Минуточку, Василис, ты мне сейчас на всю страну имидж подорвешь, собственно говоря. Нет, а материальное достаточно важно. Что это такое? Важно. Сваха, которая на материальное внимание не обращает. Какая же она сваха? Нет, Роза, на самом деле правда обращаешь, но ты скорее делаешь на этом акцент для виду в программе. В своей же собственной жизни, я думаю, что ты совершенно не так материально и совершенно не так считаешь деньги, считаешь их по-другому. И гораздо шире открываешь душу, чем это иногда бывает даже нужно. Ну и как всякий водолей, любит принимать опрометчивые решения. Конечно, слишком поспешно было последнее замужество, слишком поспешно. Я честно скажу, что я мало зарабатываю, чтобы не было потом... Зато у тебя все впереди, ты талантливая, энергичная. Вот скажи, пожалуйста, у вас все это было без меня, была другая ведущая. Как вы перемигивались? Он подошел к тебе после программы. Как у вас все начиналось? А он произвел достаточно хорошее впечатление. Ну, во-первых, красавец. Ну, 2 только ты метра ведь роста. видела, что красавец. Да, ну и произвел впечатление еще тем, что стал взятку предлагать. Ну, в принципе, эту историю все знают. Но он попросил телефон, я дала без всякой задней мысли, собственно говоря, потому что была на работе.
Потом позвонила, раз позвонил, два позвонил, я особо, конечно, не реагировала, но когда он мне такую очень смс-ку интимного характера прислал, вот тут меня это, собственно говоря, как бы зацепило. Смотри, за эти 3 года и программа «Пусть говорят», и «Желтая пресса», и все как только тебя не полоскало. Я вообще удивляюсь твоей выдержке, как можно было все это выдержать, ради чего и зачем. Вот давай сейчас определим, что было правда, а что было неправда. Потому что и мне звонили, говорили, ну это же кетчуп на лице, ну это же у нее не было никакого зуба выбитого. Все же это история, все это же пиар. Все это, вот скажи, что было пиаром в результате, а что было правдой? Правда было то, что я была избита. И фотография это на самом деле правдивая фотография, точно не даст И мне после соврать. этого ты сказала нам здесь, на очередной записи, что ты больше к нему не вернешься никогда. Это был древний вид мужчины. Это раньше так любили. Женщину били, потом, Ночью мирились. Мало того, я посмотрела эту передачу уже в записи, где напуганная твоя дочь, где в совершенном смятении твой сын, где Василиса выглядела просто как идиотка, потому что она была на твоей стороне. И вдруг получается, что через какое-то время он с наглой мордой приходит сюда на программу, он здесь где-то там ходит, вы обжимаетесь, вы целуетесь, вы опять все вместе, и на любой мой вопрос ты отвечал: да, не надо мне завидовать, да, у нас все хорошо. Почему? Ну, тогда вы все вместе нас водили за нос, тогда у тебя дети по твоей указке также фальшивили и врали. Что происходило? Нет, минуточку. Почему ты с ним сошлась-то? Минуточку, давайте так. Сошлась, это мое личное, собственно говоря, Ларис, дело. И дети здесь мои ни при чем. Пускай страна знает, что я своих детей не только грудью закрою, но от многих вещей, собственно говоря, буду защищать прежде всего. Через чего она прошла и все равно так хорошо выглядит. Женщина привыкает, женщина начинает любить, в конце концов, а я именно такая. И я верю, пытаюсь найти в мужчине лучше, даже если он сам в это не верит. Я хочу в это поверить. И когда мужчина тебя избивает, но потом ты приходишь в себя и понимаешь, что больше так никогда, а ведь знаешь, как они умеют это делать? Это определенная категория мужчин, собственно говоря. Мужчина как только видит, он начинает высасывать энергию, а потом видит, что, в принципе, женщина начинает уходить и закрываться, набирается сила. Что он делает? Он ведет себя по-другому, ласковый, пушистый, как говорится, Роза. люблю, обожаю, как говорится, трамвай куплю. И Роза, веришь? ну вот смотри, ты же человек публичный. Мало того, у тебя такая профессия, ты сваха, ты даешь советы. И многие гости, которые здесь были, тебе просто впрямую хамили, говорили: на себя посмотри, свое счастье сначала, потом будешь давать советы. Можно наткнуться на грабли, несмотря даже на такой большой опыт. Все равно мы допускаем ошибки. Любовь, она слепа. Когда они начали снова общаться, я это сразу поняла. То есть я видела это четко, но сидела, ждала, пока что-нибудь произойдет, может, сама подойдет, скажет. И в один день просто не выдержала и сказала: мам, ты с ним общаешься? Она говорит: да, я с ним общаюсь. Я говорю: мам, давай тогда такое условие. Ты можешь с ним продолжать общаться, говорить, можете встречаться, но как он появляется в квартире рядом со мной, я сразу ухожу. Он на вас обижал? Если словами, да. Он писал очень много неприятных смс-ок, которые я удаляла. Я, конечно, пыталась как бы ответить. С мамой разговаривала? Мама Конечно, говорила об да. этом? Мама говорила не писать, но мне нужно было просто поставить точку, чтобы он перестал это делать. Но руки не распускал? Нет, больше не распускал. А брат не пытался с ним по-мужски разобраться? Вот после того, как он маму избил? Ну, Ларис, ну о чем ты говоришь? Здоровый мужик, 2 метра роста, кулаки с мою голову. Я сама закрывала грудью. Он мне, конечно, пытался. Я ему сейчас это... И чем бы это закончилось? Тем, чтобы я, извините, один в тюрьме был бы, а второй на кладбище. Мне и так сын тяжело дался. Видишь, все ошибаются. Да нет, Даже Роза ошибается в этом плане. Мне кажется, она человек доверчивый. Вот что тебе дал этот опыт? Ну, вообще он дался достаточно с трудом. Честно говоря, я могу сказать, что прошло достаточно мало времени, чтобы я была достаточно открыта к отношениям. Я умею держать удар. Жизнь меня здорово била. Вижу. Поэтому все свои эмоции, всю свою боль я погрузила очень глубоко. Вот будет приблизительно месяц отпуска, чтобы я могла уехать куда-нибудь одна. Вот там я буду плакать, вытаскивать. Скажи, ну нет такого ощущения, чтобы я, да еще раз, да никогда в жизни, да такая дура. Нет, или наоборот,
Ты говоришь, да, это было в моей жизни, но я стариться одна не хочу. Нет, Ларис, я стариться одна не хочу. Во-первых, один урод не может перечеркнуть всех мужчин. Знаете, в семье не без урода, как Ты говорится. его боишься вот сейчас? Его? Нет, не боюсь. Уже не боюсь до такой степени. Хотя могу точно сказать, что мои поступки были продиктованы, конечно, и от страха. Почему? Потому что, ну, я не знаю, тот человек, кто получал удар в лицо, по спиной никогда не поворачивается. Это так. Может быть, ей это нравится. Что делать-то? Я не люблю лупасить женщин. А придется? А придется, да. На какого мужчину уже точно не обратишь внимания? Вот что сегодня для тебя будет главным в выборе? Я очень пуганная, правда. Знаете как, врагами стрелянная, мужем битая. Из этой серии. Но во мне осталось еще много женского. И знаешь, о чем я мечтаю? Я не могу сказать никогда. Но по большому счету я хочу встретить ласкового мужчину. Дима ласковый, это только ты. Ласковый это только ты. Так что она Интересно, твоя. сама-то она ласковая очень, да. Сразу хочу предупредить мужчин, я сама не ласковая, правда, не ласковая. Для меня проявлять любовь – это забота. То есть, когда я смотрю на свою дочь или на своего сына, одетые, обуты, накормленные, из дома не хотят уходить, значит, хорошо. Для меня важно, чтобы и деньги у них были, и чтобы у них все было хорошо. А вот лишний раз пойти погладить, там сказать что-то, не такая я. Поэтому не надо на меня обижаться. Но при этом я сама тогда вот от мужчины этого жду. Скажу тебе одно, умеет она хорошо говорить. Так что она тебя будет уговаривать во всем. Только держись. А если он будет всем хорош, и ласков, и заботлив, и вовремя тебя одеяльцем укроет, и чай принесет, но при этом зарабатывать будет гроши? Ну, не у всех получается в этой жизни, Роза. Я достаточно много работаю и неплохо зарабатываю, обеспечила своим детям и себе, в принципе, неплохую старость. Но я знаю точно, что мужчина не потерпит, что женщина больше зарабатывает. Мужчина не потерпит, что она там знаменитее и так далее. Вот не хочу повторения просто-напросто. Не хочу. Ты сможешь вот это выдержать? То, что она много работает. Если много работает, то смогу. Хотя бы на каком-то уровне. Или, по крайней мере, пусть пройдет определенное время, мужчина как-то, если действительно я ему дорога и нужна, и там и какие-то чувства ко мне, покажет, что действительно у него хотя бы на моем уровне, тогда да, тогда я готова, по крайней мере, это рассматривать. Помогать у меня... Ксения, я помогалась. Вы хотите, чтобы мама замуж вышла? Конечно. Кто же не хочет счастья для своих родных? А знаете, я на вас смотрю сейчас и испытываю огромное удовольствие. Вы были у нас на программе, и вы друг другу понравились, и вы вместе. Я вижу, что вы не рисуетесь, потому что меня обмануть нереально. И я думаю, Роза, теперь есть и в лице Артура в твоей семье защитник. Сложится у них с Ксенией в долгу? Хорошо. Нет, я думаю, что вы навсегда пришли в семью Розы. Потому что вы хороший парень, а Роза хорошая женщина. Честное слово. Знаешь, как судьба, она же жмет, мнет, а потом она отпускает. Вот я думаю, наступил время, Ларис, да у меня чтобы она такая тебя судьба сейчас отпустила. хорошая, правда. Ты знаешь, я ни один день не хотела бы не отдать, и не хотела бы, чтобы что-то было другое в моей жизни. Потому что вот то, что есть сейчас, есть вы у меня, есть дочка, и впереди у меня столько всякого интересного, Господи, Боже мой. Да зачем же повторять? Но вы, на самом деле, я с вами потом поговорю. У меня один вопрос. Поедет ли она в Набережные Челны? Слушай, всю передачу туда перетащат ради тебя. Я тебе желаю мужчину, ну пусть он будет ласковым, конечно, как ты хотела, но если мы заглянем в твой гороскоп, мне просто сразу станет понятно, что человек, который тебя по-настоящему заинтересует, будет очень сложно внутри, очень сложно будет все-таки притираться вместе. Простые пути тебя не интересуют. Поэтому я тебе желаю того, кто будет очень легким, очень веселым и смешливым. Тот, кто будет тебя забавлять. Потому что мужчина серьезный и фундаментальный быстро на тебя нагонит скуку и в твоей жизни точно долго не удержится. Так, 49 лет, Роза, твой любимый возраст. А зачем, собственно, тебе замуж, а? Ой, Лариса, могу точно сказать. Внуков ждать уже надо, раствориться в детях. Ну, в конце концов, такой товарищ не заряжала. А как? А ты своих сверстниц очень не жалуешь? Все-таки известная, чтобы у меня очередь выстроилась в конце-то концов-то. И пока еще есть порох-пороховницка-то, ласки хочу.
Я привлекателен, она чертовски привлекательная. Что еще? Чего время терять? Ты действительно держишь удар. Ты все про себя знаешь, про свою жизнь, про семью. Я думаю, что ты точно знаешь, какой мужчина тебе нужен. Поэтому сегодня у нас будет 3 мужчин за тебя бороться. Так что я тебе желаю успеха. Спасибо, девчонки. Глупо было бы тебе что-то желать. Ну, ей богатенькую нужно. Дорогой. Друг. Скажи, не проблема. Не, ну это же не вечер, еще не вечер, разбогатеем.